Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас очень радостный день. Уважаемые гости, вы нас смотрите, видите? Так, надеюсь, вы меня слышите и видите. Разрешите мне вас всех присутствующих здесь, детей, школьников, учителей и наших гостей поздравить с очень грандиозным, с открытием нашего очень грандиозного мероприятия, зимней научной сессии для школьников совместно с Якутским отделением Русского географического общества, и которая приехала к нам со своей программой зимней полевой школы. Это мероприятие мы посвятили 300-летию Российской академии наук, которая много сделала для открытия наших кемпиндяйских минеральных источников, а также сегодня, 16 января, отмечает свое 145-летие Петр Людвигович Драйвер. Это тот геолог, минералог, ученый, который здесь работал в нашем Кемпиндяе с экспедицией в 1907 году по заданию тогдашнего нашего губернатора Ивана Ивановича Крафт. И вместе с ним в наш Кемпиндяй приехали члены Якутского отделения Русского географического общества. Это Павел Васильевич Оленин и орнитолог Нил Михайлович Харитонов. И вот Петр Драйвер здесь открыл ряд очень интересных научных открытий. В том числе именно здесь он открыл то, как образовывается наша кемпиндяйская соль. То есть минерал, он открыл здесь очень редкий периодический минерал, который называется криоголит. И мы очень рады, что Петра Драйвера здесь мы помним. И самую первую научную конференцию мы организовали как раз к столетию его экспедиции. Это было в 2007 году. А в 2014 году Омская областная государственная научная библиотека организовала драйверовские чтения. И это было, и на этой конференции наши школьники через телемост приняли участие именно вот в этой конференции. И сегодня мы тоже на связь с нами сейчас выйдет Омская библиотека. Я предоставляю слово заместителю директора Омской библиотеки Алексею Петровичу Сорокину. Алексей Петрович, вы нас слышите? Добрый день. У нас и у вас уже день, но то, что в Москве утро, это, так сказать, Москва скоро находится. Слышно меня? Да, вас хорошо слышно, Алексей Петрович. Здравствуйте, уважаемые члены, дорогие коллеги, ученые, публики, жители села Кемпиндяй. Мы очень рады, что наше сотрудничество продолжается вот уже 10 лет. И человек, который нас дружил, это человек, которому исполняется сегодня 145 лет. Это метеоритчик, поэт, ученый, исследователь, общественный деятель Петр Людвигович Драйвер. Я хочу еще представить вам Петровну Леонидович, которую многие тоже хорошо знают, заведующий географическим отделом. Драйверовских чтений. И от имени библиотеки имени Пушкина, директора Александра Викторовича Ревизова, Савшего, кстати, Драйвера на Омского краю, беда, бюджета 60-х годов. Таким пойдем наших дорогих коллег из Республики Саха-Якутия. У вас звук пропадает, Алексей Петрович. Спасибо. Как уже сказала Татьяна Ивановна, что 2014 год был годом больших открытий для вас и для нас. Мы узнали, что имя Драйвера известно не только в Вятке, Кирове, не только в университете
очень хорошо, что у вас сейчас вот в эти замечательные святочные дни, когда у вас немножко потеплее, чем у нас, и это, наверное, тоже правильно, состоятся эти замечательные зимние научные сессии для школьников по факультету наук, которые посвящены 500-летию Российской академии наук и 145-летию Драгер. И я вижу в программе тут замечательные, интереснейшие лекции, которые, может быть, нам в чем-то было бы интересно послушать. А я хочу поблагодарить и поприветствовать коллег замечательной сельской библиотеки. Мы же в библиотеке сейчас сами находимся, вот то, что я вижу. Нет, это наш республиканский детский образовательно-оздоровительный центр, который у нас открыт в Кирпиндяе. Ну, вот, тем более, что культурная и образовательная инфраструктура в Кирпиндяе развивается. Я знаю, что в Кирпиндяе было 358 жителей. Я уверен, что сейчас намного больше и намного больше детей. Мы ждем от вас определенную информацию для наших, дай бог, краеведческих чтений, которые мы планируем провести в ноябре этого 2024 года. Буквально вот в феврале мы будем составлять информационное письмо всем нашим участникам рассылать. Как вы помните, вышло вот 2 сборника. Первый драйвовский, где опубликованы ваши статьи, и вторых драйвовских чтений. Если вы по каким-то причинам не дослали вам печатный экземпляр, то мы обязательно вам его дошлем. А пока вы можете с ним ознакомиться на сайте нашей библиотеки, в том числе в электронной библиотеке, который, кстати, как нам сегодня наши сотрудники рассказали, показали, богатая интересная коллекция оцифрованных изданий Петра Людовиковича Драйвера. Поэтому хотелось бы пожелать вам успешной работы и, так сказать, нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества и несколько слов по этому. Спасибо. На протяжении многих лет занимается сбором информации, посвященной научному, политическому, литературному творчеству Драйвера, которое Владимир это издание известных вам как политическое политическое с национальной библиотекой Республиканской Республики Саха-Якутия. У нас опять связь зависла. Слышно? Да, зависает иногда, но слышно, Алексей Петрович. Советские газеты, русские носки, вашу информацию, такие данные, Спасибо, Алексей Петрович. У нас помимо библиотеки знаете, которые хранятся в Пушкинской библиотеке, значительно оцифрованы. Мы будем продолжать готовить ее каталогизацию. Еще в 2 музеях, краеведческий музей посвящения нескольких посвященных Драйверу, и они тоже выставите на их сайт. Я думаю, вам тоже будет интересно в Омском музее посвящения Омскому государственному историческому. Да, спасибо. Мы там нашли очень уникальные фотографии Драйвера. Спасибо. В том числе его фотографии в Кирпиндяе. Спасибо. Мы тогда открепляемся, но... Пока нет, не открепляйтесь, потому что сейчас наша ученица Сардана Макарова вам прочитает для вас и для наших присутствующих коллег стихотворение Петра Драгерта «Соляной ключ» из его книги «Снежные цветы». Сейчас, Сардана, пожалуйста. Петр Людовикович Драгер. «Соляной ключ». Есть на Мана река, приток могучей Лены. Там видел я, змеясь вдоль известковых плит, тяжелою струей, без легкой белой пены, неиссякаемый холодный ключ бежит. Следы оленей там и кабарги пугливой, с хатами в мху намечена стезя. Они идут сюда в час ночи молчаливой,
но жажду утолять такой водой нельзя. Источник солон так, что звери лишь немного, а мочит языки в глубинах камней. И снова по тайге ветвится их дорога, но соль селебна им, они нуждались в ней. Когда, свершая путь мертвящего дозора, появится зима в уборе снежных туч, застынут и ручьи, и реки, и озера, и только соляной не замерзает ключ. Живой, не скованный, он радуется воле, знакомых ждет гостей, но звери не идут. Растут на дне его, блестя, кристаллы соли, и снежные бугры по берегам растут. Спасибо за внимание. Она у нас ученица 11 класса, и в этом году она на республиканском этапе «Шаг в будущее» с докладом «Самосветы», еще кипиндяйские самосветы поэзии Драйверта. С этим докладом она стала лауреатом и будет участвовать во всероссийских конференциях. Спасибо. Спасибо, Алексей Петрович. Будем держаться на связи и до встречи. Едет на Омскую или удаленную связь всегда рады вас видеть. В этом году еще очень большой юбилей. Это 300-летие Российской Академии Наук. И в прошлом году вы приняли участие в всероссийском проекте «Памятные места великих экспедиций Российской Академии Наук» 2017 года под руководством Теросова Михаила Михайловича. Да? И этот проект для нас стал очень таким не просто интересным, но и, скажем, в плане поиска документов очень удачным, потому что в ходе этого проекта я обнаружила премеморию, это уже устарелое слово, а называется оно записка, как бы служебная записка якутской канцелярии это, нет, якутской канцелярии в этом Витусу Берингу. Витус Беринг, оказывается, очень интересовался кимпиндяйской солью. И поэтому он отправил запрос в якутскую канцелярию, чтобы кто-то там приехал в Кимпиндяй, узнал, и чтобы ему отписались. И этот документ хранился в архиве Академии наук, и этот документ был нами обнаружен. А в 1736 году здесь, в Кимпиндяй, приехал Степан Петрович Крашенинников. Ему было всего 25 лет. Он приехал по заданию профессора. Здесь Степан Петрович изучил наши соляные источники и составил очень хороший подробный рапорт, а также составил весь свой маршрут с Алехминска до Кимпиндяя и обратно. И в этом году наша ученица тоже, Таисия Савинова, ученица 9 класса, сделала об этом доклад. Она проанализировала весь его путь и еще составила не очень, конечно, удачно, мы сделали карту. Я очень надеюсь, что именно в этой зимней нашей научной сессии как раз приехал специалист, который будет обучать по составлению таких карт, и мы надеемся, что сделаем эту карту уже более точнее. Да, уважаемые участники школы, от имени Российской Академии Наук
в которой я работаю, и работает и Александра Николаевна Петров. Мы приветствуем вашу школу и думаю, что этот проект интересная такая зимняя школа, они будут очень нужны для социума, для Кенджидяя. Я вижу, что это все проходит на базе РОЦ «Юные пьяни». Это та структура, которая пришла в ВУЗ, и уже определенное время вы проводите. Ну и здесь уже немножко сказали про Ивана Петровича Крашенинникова. Я могу сказать, что это единственный ректор Санкт-Петербургского университета, который был на территории Якутии. Человек, который не только был, но изучал, исследовал. И он уникален тем, что есть, как бы, у него две специальности, которые он может одинаково считать, что он их владел на уровне академиков. Это география, он основоположник географического страноведения в нашей стране, и ботаника. Он один из первых перешел на систематику Карла Линнея и в дальнейшем работал по Ленинградской области. Ну, нынешних границах. Ну, а вообще его описаниях того периода, которые были явно уже научными, есть следы таких наук, как даже вулканология. И на Камчатке он изучал гейзеры и различные вулканы, и это все было ну, вот уже того уровня мирового, который в тот момент существовал. Его основоположником считают и даже спелеологи. Поэтому в этом плане он на нашей территории Якутии прошел, был в Кенджидяе, прошел от Вихима до Якутска, потом спустился до Охотска. Охотск в то время был якутской территорией, поэтому, конечно, все это вы хорошо знаете. Наш проект, он тихонечко развивается, но есть такой интересный тоже проект 400-летий города Якутска. Мы всей республикой должны показать значение Якутии в освоении всего Дальнего Востока. У нас уже такой есть слоган: Якутск – отец городов дальневосточных. Как часто говорят, мать городов русских, то же самое мы можем сказать, что Якутск минимально. Но и все поселения вокруг Якутска это тоже очень важны. Поздравляю, желаю вам удачи и думаю, что ваша школа позволит много новых интересных проектов сформулировать. Участвуйте в конференциях, не стесняйтесь. Важно научиться подавать себя, анализировать и изучать. На самом деле, все, что вы изучаете, это для вас новое, для вас исследование, но исследование в том числе и для нас. Как вот здесь интересно написано: достигай свой Эверест. У каждого он свой. Удачи, благодарю всех организаторов, кто помогает, кто финансирует, кто дает срок, тепло, свет, это тоже очень важно. Мой Эверест достигает невозможного. Но я думаю, надо достигать возможное и каждый раз становиться выше, выше и выше. Удачи, с уважением, Михаил Михайлович Перосов. Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо. И до свидания, до встречи. До свидания. Так, итак, дорогие наши гости, продолжаем нашу работу. Я бы хотела все-таки поблагодарить коллектив нашей школы, нашу кемпиндяйскую администрацию и, конечно, управление образованием Сунтарского ЛУСа в проведении этой нашей зимней сессии. Вот. И разрешите сейчас мне представить слово руководителю нашей научной сессии. Это секретарь Якутского отделения Русского географического общества и руководитель полевой школы РГО Александре Николаевне Петровой.
Во-первых, я хочу сказать спасибо за то, что пригласили нас. Спасибо Татьяне Ивановне, спасибо коллективу школ, детского центра, администрации поселка. Далеко, вот ребята, пожалуйста, послушайте меня. Ребята, послушайте, пожалуйста. Вам очень повезло, что у вас такие руководители, что вас такие взрослые окружают. Далеко не в каждом селе так относятся. Далеко не в каждом селе вот такое отношение, чтобы для детей так старались. Пригласили людей из Якутска, тут все организовали. Это большое дело, вы должны это ценить. Вам очень повезло. Поэтому, пожалуйста, будьте серьезнее, это большая работа проведена. Много взрослых людей собрались здесь, чтобы вам сделать будущее. Вот. От имени Русского географического общества я поздравляю вас с таким хорошим мероприятием. И еще с тем, что вот в Кемпиньяне проводится, наверное, одно из первых, а может быть первое мероприятие, посвященное 300-летию Академии наук. Я вот почему-то думаю, что, наверное, даже в научных учреждениях пока ничего не проводилось. Вы самые первые в республике. И хочу представить свою команду. Сегодня со мной вместе сюда приехали Иван Васильевич Пономарев, он палеонтолог. Кто интересуется мамонтами, древними бизонами, хочет узнать, как они жили, что они кушали, вот, пожалуйста, он вам все расскажет, покажет и потом может с вами работать. Так, Елена, так, сюда заходим. Елена Ефремова. Есть сейчас очень популярное направление в науке геоинформационной технологии, ГИС. Строят карты, работают со спутниковыми снимками. Это очень перспективно, интересно. Например, под нашим руководством, у нас наша полевая школа давно работает, ребята из некоторых сел построили карту своего села и внесли это в 2 ГИС, которым все пользуемся. Да? Вот, она вам тоже все расскажет. Я советую прямо в нее вцепиться, все спрашивать, не стесняться, потому что это будущее. Если вы будете уметь работать в ГИС, то уже в любой специальности вам все дороги будут открыты. И еще один специалист, орнитолог. В Якутии, знаете, очень много интересных птиц. Маленьких, больших, красивых, про них стихи пишем, да, и наши предки песни сочиняли. Вот, Владимир занимается изучением птиц Якутии. А я буду учить вас, как изучать климат. Климат меняется, климат на нас влияет. Откуда взять данные, чтобы это все правильно изучить, об этом мы всем расскажем. Желаю всем плодотворной работы. Спасибо. Будем плотно и удачно работать. Так, и теперь мне разрешите слово предоставить заместителю начальника Сунтарского улусного управления Владимиру Владимировичу Уарову. Mütөгünden Вастауллах гаджеттер, күнде олар, оны да утариятчылар. Bu kavarıgıdan hürdağın treyni 4 günler мероприятие отхаламытынан унтарлуун юрагыридин аламтатын атыттан ондан унтарлуун юрагыридин аламтатын халыячта Альберт Иванович Иванов атыттан идилигистиндеки гардарибин оннотон бу терехимин мен анавар үрдәкте хүз боло олар будугар науканнан жарыктанын багалак оларга оннотон бу бүгүн Кемпендайга болдурар үрдәк знаковой того жетер Кемпендай школата Кемпендай оголора наукага хүрдәк истигастар гылнаксын научно-практическая конференцияга бийик оголор бут туулан бу Кемпендай өрнәтчиләре хүрдәк итиләхтер оннотон оголор бу эпиттерин курду гуманлык хүрдәк усты гиделәк специалисттер хәртахтарны һәп эги каз бидди минутене каз бидди хүндене гыналаңы хүрдәк билиләрен барнылан калыкта һәп оголор шөйбайды гүлелиге Итихилері бағаруын, онны тобиге хүнтар ұлы универгариде бұ үрдәқ кәскерлі қансыны
дальше бихибәвит эми үлеләһәм биттен тон береммит. Оны то мактал, аманда кален велика биктер. Хочу предоставить слово директору Сунтарской межбиблиотечной централизованной библиотеки Жирковой Изабелле Ивановне. И надо сказать, что Изабелла Ивановна, я для детей говорю, Изабелла Ивановна тоже родилась здесь, закончила нашу школу, и сейчас она руководит Сунтарской областной библиотекой. По совместительству старшая сестра Татьяна Ивановна Местниковой. Черекин диалога фитиекинен отбии сакалы хагырак код бибанаты. Одан балана бастатан туранаттан бүгүнгө бу бүгүн токту сүрдө чүгөй керебелие күнгө Петр Людвигович драйвер төрөп күнүгөр бүгүнгө бу научный сессия сагаламмыта токту сүрдө интересный бай события кен олар буттан оголеги бүгүн бары үйрен көтөн хаңаны биле кен олар буттан онотон биги бу библиотека эгете асыныр бутын онотон бүгүнгө жыттыр бутугар бурак пайсырге келбекинен мактал бутын тердебитин көңүлөксе онотон бүгүн быйыл бигеха Ильдар Хамат Айсен Сергеевич Николаев ого сасылын билерде олонда сүрүн кайсыкатынан бу ого бейте сайдаргар оны кини салгы бейтин инники кескен осторгар бихи каятырданы сүрүн кайсыканы болгонтону уруктак битен бейте бу посланиятыгар этен турар онон болана билигин бу отой агай конуктаата үйрөгали министерствотор улахан стратегический сессия болонаста бу ого саасылгар аналлах кайсыкаларынан билигин булам торум оңхуллахаджыр онон бу кепендеени хилегер бүгүн бу этечилер сөпкө белететилер эги бастакылар гытетилер Михаил Михайлович айтты бу наукаре академия наук исследователер болбакка бастакы болбакка ого сааска сүрүн кайсыкатынан бир улахан бочумнак терехинге эбе бастакы болбукудан итидигистиңе арделибит себоттон бу Татьяна Ивановна библиотека ихинен ытар чинчиге элбех пае үлелере элбех проекттара бу осколу оголоругар чинчиге үлелерге эме төһүкүс болон бихи бары билебит ол кутугот эти били биптеделикторик болун элбех экспедициялар да болду онотон бии верер битен аспысылга же олук тамнакты биле пробныйдар балдар эте былырынгаттан хайны кемге туристический маршруттар оңголгон үлелетилер. Онон оттон элбек үбүс иһиге кепенде келен барда, олох хунтар бихилен олохтоактарды келен барда, онна манна сөрүнө ден бу экскурсияларга оголор белери гид болатын жылдар кайгалага жылы. Оны билини көрүнү сомстон ула туруден баханабын тердебин, онотон миме жетебин агар кихи билилер кихи сайдыла кихи кескинде. Онон bu günler olakan proyekt olaka kirerge de bari söyledik kösküleri hangen bahana buntedir maktalı kıtalar. Ona bilen turan bu ne bibliotekada hamay çuvas iksa üleli deltem bilen turan kependey ortoskol tovalar bayıl bioskola utermiyorlar ilki de mentally bir yapın barabın bioskola ut halayachıdılar Vladimir Ivanovich Semyonovka. Türkiye'den dolar bu büyüğü köyüngü nauşnay sesiye kelbit. Bununla onduredi kelbit bilgi Русское национальное графическое общество халаячылары yakında специалисттері. Бастадан бурамақтанабы bu маңдагы сессия халамытынан кепенне хунтарыларда bu бака республика детилти республикага. Онан bu данное время бияка bu келен оголор экелен олороролорго кепенне спорта bu бака элгейттен сунтар лицейттен данное время келен олоролор окулдук хасын үйәбилиттен келектактар bu ара интересне уонна bu onu арататтар ден научный сессияга бәлерин багаларынан көрөннөр bu келен кыттан олоролор. Онна это bakın oğlan bu aharan interiyene tuakka bu siyasilerin arasın ülelahineüşeydi kırtıhanı
üşeydi öğrenenlik, bu kim Izabella Ivanovna epidin kurduk, kim biliyle, o tipiyle buladı. Onunüşeydi kıttın, batın istin, bu kebit bilgi gıcıklar bu kefsillerin onunla tuğu ederlerin heptir. Onun bana gittiler hiti bağırın. Спасибо, Владимир Иванович. И еще надо сказать, что 2024 год нашим Ильдарханом Айсеном Сергеевичем объявлено годом детства. И этим мероприятием мы сегодня тоже охватываем и это событие. Разрешите мне предоставить слово нашей кемпиндяйской администрации Розалии Алексеевне Тихоновой. Пожалуйста. Ütüyor gününen bastabıllar, bu sesiye kıttılaktara, teriyatçilere, onunla bu ınırılar, şu anay prepodavateller, ehegini barıgatın olaqtaq jahıltatıttan, bu oğalardan Allah, oğal rahimliğinden barıgatın, etitik istenlik, eğaddeliyetben kömüller. Ehegi bu oğaları naukağa sığıran, iyider, öğreter, canlar butugar, prepodavatellerge, bu şutallar butugar, biblioteka övlehetteriger, barga, mahtalbın, teriyerderben kömüller. Otan epitlerin kurduk, İldarhan bıyıl. Oğa sılınan bu sılı billerde, ondan bu manna elbek oğa mustugutunan tuhanan, min kempendeyege oğa sıla ahıllıgıtınan ağarbın kömüller. Arıgıtıdan sipihine küleni üyereği, onunla bu kelbit uçuanaylar, elbek bililer, prepodavateller, kelbitlerin tuhanan, kiniler bililerinden oğalar soğusan kalın diyen bağarabın, barıgıtıgar, ütüyor tümükler üleni. Спасибо, Наталья Алексеевна. Наша местная администрация всегда поддерживает наши идеи и проекты. Спасибо им за это. Вот, итак, на этом торжественная часть нашего торжественное открытие нашей зимней сессии на этом завершается. Я желаю всем детям хорошей плодотворной работы. И чтобы после этой зимней сессии тоже появились новые доклады, новые темы, и чтобы дальше участвовать даже на всероссийских международных конференциях. В этом году с нашей школы два ученика, я сказала уже, Сардана Макарова будет участвовать во всероссийской конференции, а ученик 11 класса тоже будет участвовать на международной конференции по итогам республиканского этапа «Шаг в будущее». Поэтому торжественную часть я считаю закрытым. И давайте в рабочем порядке сейчас сделаем перерыв. На сколько минут? Потом начнется лекция Александры Николаевны. На сколько минут сделаем? Давайте 15 минут делаем перерыв.